В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В Якутии объявлено десятилетие здоровья. Глава региона подписал указ о стратегических направлениях здравоохранения республики. Поэтапное снижение грузоподъемности ледовых переправ началось в регионе. Вынесен приговор бывшему генеральному директору компании «Аэропорты Севера». В Якутске проходит ежегодный трехмесячник по отлову безнадзорных животных. Документальный фильм о жизни якутского коневода в Арктике покажут в 3 крупнейших городах России. Глава Якутии подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики. Согласно документу, до 30-го года в регионе объявлено десятилетие здоровья. В качестве приоритетов названо формирование ответственного отношения к своему здоровью как к норме жизни, развитие генетики, обеспечение медицинской сферы квалифицированными кадрами, развитие науки и цифрового здравоохранения. Также поставлена задача обеспечить всех якутян профилактическими медосмотрами, проводить всеобщий скрининг онкологических заболеваний, создать школы правильного и здорового питания. Особое внимание в документе уделено созданию условий для регулярной физической активности и занятий физкультурой, а также доступности санаторно-курортного лечения. Конечно, огромное место мы там уделили вопросам цифровизации. Цифровизации, перехода. И вот там, конечно же, начиная от создания биобанка, мы считаем, что вот мы должны все-таки идти в области медицины, больше в сторону персонализированной медицины, в области более таких персонализированных данных по вопросам профилактики, реабилитации и других направлений, которые очень важны сегодня, в том числе и даже медицинской генетики. Здесь, конечно же, без вот цифровизации, без работы с высокотехнологичным бизнесом нам никуда. И мы очень надеемся, что в этом направлении мы в ближайшие годы достаточно серьезный прорыв сделаем. Я принимал небольшое участие в создании этого указа, и могу сказать, что у нас получился документ, которым я внутренне очень сильно доволен, потому что моя специализация – это наблюдение за тем, как развиваются системы здравоохранения в мире, и я этим занимаюсь в течение 10 лет. Сегодня Якутия – это одна из наиболее готовых территорий в Российской Федерации для того, чтобы успешно реализовать такой проект. Я думаю, что поскольку во многих регионах уже существует какой-то вот такой внутренний запрос, вот это висит в воздухе, но конкретные шаги, может быть, пока не делаются. И Якутия может быть пионером и на Дальнем Востоке, и во всей Российской Федерации по развитию вот такой вот новой формы, новой модели здравоохранения. Она станет участником такого вот активного обмена. Я думаю, что это вопрос нескольких лет, когда по всей территории России это движение возникнет. Вопрос нескольких лет, и Якутия будет одним из основных и ключевых экспертных регионов в развитии этой модели здравоохранения. И я в силу своих возможностей привлекал к созданию этого указа консультантов из здравоохранения из Москвы и из зарубежных университетов. Ото всех мы получили большой какой-то позитивный отклик в этом законе. Я очень надеюсь, что я буду продолжать свою работу в этом проекте. Теперь об эпидобстановке в Якутии. За минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Якутске 19, об этом сообщила на брифинге замруководителя оперштаба Ольга Балабкина. В Нерынгринском районе 2 случая, еще в 8 районах зафиксировали по 1 заражению. За сутки лаборатории республики провели более 1000 исследований на COVID-19. С начала пандемии в республику поступило почти 101 тысяча доз вакцин. Первый компонент получили более 60 тысяч человек, в том числе 14 390 граждан старше 60 лет. Вторую вакцинацию прошли 52 845 человек. Использовано 60% от поступившей в республику вакцины. Приоритетом при проведении вакцинации остаются пожилые якутяне. Пожилые граждане и лица, страдающие хроническими заболеваниями, остаются в группе риска, которые должны пройти первоочередную вакцинацию. В связи с этим перед Министерством по делам молодежи, перед Министерством труда поставлена задача в обязательном порядке обеспечивать вакцинацию пожилых граждан. На настоящий момент стали появляться и участились случаи собрания непосредственно общественности с участием пожилых граждан. Еще раз обращаю внимание организаторов.
для пожилых граждан старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. В Республике Саха-Якутия установлен режим самоизоляции. Двигаемся далее. Грузоподъемность автозимника Хатас-Павловск снизили до 30 тонн в Якутии. Ледовая переправа через реку Лену была открыта для движения транспорта весом от 30 до 40 тонн с 12 января. Также снижается грузоподъемность 4 зимников Амга, Барагон, Умнас и Эджиген. В Якутии более 1700 жилых домов обеспечат газоснабжением благодаря госпрограмме развития сел. Сейчас реализуются 7 объектов. До конца этого года в Бердигистяхе газифицируют 750 жилых домов, в Бютедях около 200, в Чурапче 807 и в селе Дябыла 27 домов. Всего там проживает около 1000 человек. В селе Бютедях жилые дома готовятся к подключению. В Чурапче один из 3 объектов завершен и готов к сдаче в эксплуатацию. А 2 остальных объекта законтрактованы, идет подготовка и в том числе завоз материалов. Обвинительный приговор вынесли бывшему генеральному директору компании «Аэропорты Севера». Якутский городской суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Как установлено судом, обвиняемый незаконно похитил денежные средства в сумме более 90 миллионов рублей, выделенных на реализацию федеральной программы. Кроме того, обвиняемый незаконно распорядился в пользу другого лица жилым помещением, находящимся в федеральной собственности. Также он умышленно совершил растрату денежных средств компании на личные цели. Судом вынесен обвинительный приговор по части 4 статьи 160, части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовное дело расследовано Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Утверждено заместителем Восточно-Сибирского транспортного прокурора с дислокацией в городе Якутске. Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Вместе с тем, стороной государственного обвинения представлены доказательства, подтверждающие виновность подсудимого в совершении указанных преступлений. Суд признал подсудимого виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу. Мошенники придумали новую схему обмана. Злоумышленники теперь предлагают россиянам оформить вклады под высокий процент. А при введении данных воруют информацию для доступа в личный кабинет. Так, клиентам банков присылают ссылки на поддельные страницы сайтов, где нужно ввести настоящий логин и пароль от личного кабинета, якобы для оформления вклада. Переоформить под более высокий процент предлагают уже действующие вклады. Предложения могут поступать по телефону и по электронной почте. В Центробанке сообщили, что осведомлены о такой схеме мошенничества. Интерес мошенников сместился с банковских карт на счета и депозиты, так как там хранится гораздо больше денег, пояснили в ведомстве. В Якутске продолжается ежегодный 3-месячник санитарной очистки. В городе усилена работа по отлову безнадзорных животных. Подробнее в сюжете Надежды Саханской. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Эти слова давно уже не строчка из детского стихотворения, а реальная проблема. Брать собак только на дачный период, а затем оставлять их на улице. С такой ситуацией сталкивается город Якутск и пригородные территории каждый сезон с наступлением весны. Пункт передержки, находящийся на улице Очиченко, теперь передан в пользование фонда помощи животным. На сегодняшний день в пункте насчитывается около 300 собак, 35 из которых проживает в этом питомнике постоянно. Отлов безнадзорных животных производится ежедневно. Количество отловленных животных варьируется в зависимости от разных обстоятельств. После отлова собака привозится сюда, проводится клиносмотр. Если она здорова, не худа, не истощена, через 10 дней ее кастрируют, стерилизуют. Еще через 10 дней это вакцинация, и еще 10 дней это выпуск в прежнюю среду, где отловили. Законопроект о маркировке животных действует в нашей стране с 2020 года. Такой идентификации подлежат не только крупный скот, но и мелкие домашние животные. Однако, какой бы ни была маркировка животных, большинство из них даже после знакомства с хозяином в итоге остаются на улице. Но сейчас весна, сейчас мы столкнулись с тем, что, как и в прошлом году, забирают поток большой, огромный, а осенью все они будут на улице опять.
Людям в первую очередь надо привить ответственность за своего питомца, что это не просто так взял, поигрался и выкинул, грубо говоря, да, а действительно это ответственность. То есть это надо прививать штрафы не в 1000, не в 1500, а намного больше, чтобы человек, который свою собаку выпустил на самовыгул, потом ощутил это все на, ну вот, грубо говоря, да, наказание какое-то. А у нас люди понимают, как? Только через деньги. Ну, наверное, это вот именно так должно проходить. Либо какие-то исправительные работы на базе ППЖ у нас. Ради бога, мы будем очень рады. Благотворительные организации помогают неравнодушные горожане. Они приносят корм и медикаменты для брошенных животных. Однако лучшее, что может сделать человек, это подарить животным новую жизнь. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. Проблемы 17-го квартала в Якутске обостряются с каждым годом с приходом весны. Этот район всегда актуален со своим основным информационным поводом – аварийным жилищным фондом. Но не только весной, но и летом и зимой проблемы жителей этого района не прекращаются. Дома устарели, а вместе с тем устали бороться и сами жители. В одном из домов побывала наш корреспондент Ульяна Шагина, а проблема у них все та же – люди боятся находиться в собственных домах. Посмотрите вот это вот все. В прошлом году жильцам этой квартиры на первом этаже пришлось заливать полы бетоном. Не помогло. Фундамент старой двухэтажки давно сгнил и дом вводит. Под полами щели. В некоторых местах большие провалы. Люди не живут, а выживают в таких условиях. Но кривые полы не единственная проблема. Уже сколько раз уже полы поднимали, бетонировали. Бесполезно, все равно все это уходит вниз, весь запах с полов. Чувствуете, какая вонь? Сейчас даже вот нос прям пробивает, потому что чувствует то, что гниет же доска, это все гниет, земля гнилая. В квартире явная сырость и пахнет плесенью. Зимой и летом люди здесь мерзнут. От холода не спасают даже двойные окна. Приходится накидывать на рамы все, что попадет под руку. У нас вот балки, мы скоро вместе жить уже будем, у нас уже потолок вот-вот провалится. Уже видно, здесь уже потолок действительно видно прогибается. уже. Супруги Елена и Игорь переехали сюда 8 лет назад. Говорят, было еще страшнее. Своими силами пытались восстановить жилье, но не получается. В конце 2018 года жильцы признали дом аварийным. Но что толку от этих бумаг, если расселение придется ждать годами? Нечеловеческие условия в каждой из квартир этого злосчастного дома. Требуем, мы просто требуем, пожалуйста. Ну все, хоть в петлю лезь, мы уже жить здесь просто не можем, честное слово. У соседки сверху, Надежды Николаевны, условия не лучше. Женщина жалуется на боли в спине. Всему виной те же кривые полы. Под каждой мебелью установлены чурки, чтобы выровнять мебель. Чтобы дойти до кухонного шкафа, приходится лезть на небольшую горку. Это полы, которые под натиском времени вздулись и искривились. У нас дом косится, вы посмотрите, невозможно сидеть. Вот это вот так вот мы сидим, вот тут вот, чтобы хотя бы как-нибудь спина. У меня уже сколиоз, я не могу. Вся мебель на чурках стоит, посмотрите. Собственники квартиры напротив сбежали. В прошлом году у них лопнули батареи. Семье с детьми пришлось оставить жилье. Из-за этой аварии весь дом остался без воды. Управляющая компания «Юнион», обслуживающая дом, вроде бы все починила. Но появилась другая проблема – ржавая вода из-под крана. За все эти блага людям приходится еще и платить. 3500. 3500 это на 1000 меньше, чем у меня брат благоустроенную квартиру оплачивает. Ой, а у меня вообще 6 за однокомнатную. А почему так много? 6 то вот так вот начисляют. Проблему усугубляет и свайное поле, оставшееся от жоды. При заливке бетона строители подняли землю, и теперь вся талая вода стекает под этот дом, усугубляя и без того тяжелое положение жильцов. Они готовы на любые условия, лишь бы их расселили. Обращались и в инстанции. Ответ один – ждите очереди. Но сколько ждать? Кстати, рядом стоящий 39-й дом практически весь расселен. Так что и здесь надеются, что на их мольбы наконец-то обратят внимание. Ульяна Шагина, Григорий Григорьев, Якутск. На уличное освещение в столице республики направят 70 миллионов рублей. На программу «Светлая столица» в этом году выделено в 3,5 раза больше финансирования, чем в 2020-м. Тогда было установлено 289 опор уличного освещения. Это рекордное число за последние 3 года. Глава города Евгений Григорьев дал поручение планировать работы по уличному освещению, исходя из наличия на улицах социальных объектов и автобусных маршрутов.
Торжественное открытие профессионального конкурса «Учитель года Республики» состоялся сегодня в Якутске. В этом году за звание лучшего поборются 26 учителей из 23 улусов. Подробнее в сюжете Алексея Лукьяненко. В этом году конкурс «Учитель года» проводится 30-й юбилейный раз. В нем принимают участие педагоги образовательных учреждений со всей республики. Многие участники предыдущих конкурсов конкурсом специалистов высокого уровня. Сегодня мы проводим данное мероприятие в новых условиях. Тем не менее, видите, как ребята настроены, наши молодые коллеги, опытные коллеги. На этом конкурсе мы, конечно, оцениваем в первую очередь профессиональное мастерство наших коллег, учителей. Вот. Вместе с тем, это мероприятие подчеркивает роль учителя в становлении, формировании личности. конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по сумме результатов всех 3 туров, объявляется победителем конкурса «Учитель года Республики Саха-Якутия-2021», после чего представит Якутию на финале всероссийского конкурса «Учитель года» в России. Алексей Лукьяненко, Семен Семенов, Якутск. В рамках празднования столетия комсомола Якутии сегодня в Доме дружбы народов имени Алексея Кулаковского состоялся вечер встречи молодежи и ветеранов. Торжественная часть мероприятия была посвящена комсомольцам-ветеранам. Им вручили юбилейные награды за большой вклад в воспитание молодежи. Также прошло открытие выставки. Были представлены архивные фотографии, вещи комсомольцев, начиная с самовосстановления организации. На мероприятии выступили вокальные и хореографические коллективы города Якутска. Фильм режиссера Михаила Барынина «24 снега» о жизни якутского коневода в Арктике выйдет в прокат в кинотеатрах 3 крупнейших городов России. Показы стартуют в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске с 8 апреля. Картина рассказывает о коневоде Сергее, который большую часть жизни живет в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом мужчина все больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году. Несмотря на изнуряющий быт севера и трудности работы, герой продолжает оставаться счастливым. Фильм является обладателем множества наград российских кинофестивалей. А в Нерингле состоялась премьера кинофильма «Рядовой Черен». Прокат кинокартины продлился всего 2 дня, но его успели посмотреть многие. И главное, фильм никого не оставил равнодушным. Все, кто посмотрел, поделились впечатлениями с нашими коллегами. Фильм, основанный на истории писателя-фронтовика Тимофея Сметанина, поставленный Дмитрием Кольцовым, нерингринский зритель ждал давно. Поэтому к премьерному показу спешили все – и дети, и взрослые. Ученики 6 А 1-й гимназии пришли в кинотеатр почти всем классам.
Подростков всегда привлекают истории о героях. В нашем случае отважный снайпер Егор Чарин покорил их сердца. Мне понравилось, очень классно. Советую всем. Снайпер попытался убить главного героя, но главный герой был хитрее и портфель свой подкинул, а сам сзади обошел его. Очень душевный фильм, даже на слезы пробирает. Я удивляюсь, какой Егор, он был очень сообразительным и умным. Очень классный фильм про войну, очень интересный, познавательный, мне понравилось. Зрители отметили простоту, с которой была подана картина в жанре военной драмы. Сложная тема Великой Отечественной действительно была передана авторами фильма без излишнего надрыва, без пафосных сцен, с особым солдатским юмором. Матрона, ты чего? Какая еще Матрена? Единственное, может быть, чего не хватило южноякутскому зрителю, это субтитров, когда главный герой передавал по рации информацию из немецкого плена. К слову, сделал он это весьма оригинально, используя якутский способ песнопения «тоюк». В этом моменте и в целом в образе перед зрителем предстал сообразительный, находчивый, смелый и скромный якутский воин в исполнении Айтала Степанова. Подбор артистов очень-очень хороший. Прям. Батальные сцены очень понравились. Не тяжелые такие. Да, работа снайпера. Да, юмор. И юмор хороший. Для нас это особенно, у нас прадед на фронте погиб, был тоже снайпером, мы вот поэтому очень понравилось. Замечательный фильм. Фильм понравился, очень хороший, интересный. Наших земляков хорошо показали. Фильм исключительно хороший, эмоции замечательные, гордость переполняет. Во-первых, за создателям большое спасибо. Во-вторых, великолепная, актерская игра. Сюжет сам хороший, и мы горды. Хочется отметить, что премьерные показы уже знаменитого саховода не проходят мимо внимания южноякутских зрителей. В будущем хотелось бы, чтобы премьеры фильмов были неограничены в сроках и демонстрировались одновременно с началом показа по всей республике. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Дождь и мокрый снег ожидаются в ряде районов Якутии 7 и 8 апреля. Так, 7 апреля ночью преимущественно без осадков, днем в Мирнинском, Ленском, Алекминском районах и по Вилюю мокрый снег, ветер умеренный, говорится в сообщении. В западных, южных, нижнеленских, днем на западе центральных районов 8 апреля ожидается небольшой снег. По Вилюю в Ленском районе мокрый снег с дождем, ветер умеренный. Отмечается, что на севере Мирнинского района и по Нижней Лене возможен порывистый ветер до 15-18 метров в секунду. Лучших охотников выбрали в Ленском районе. Там уже в 8-й раз проходят соревнования в честь национального праздника Дня охотника Баянай по аналогу республиканского. В этом году в Наторе, где традиционно проводят конкурс, собралось невероятное количество зрителей и рекордное число команд-участников. Подробности у Анны Кожевниковой. Лед летит во все стороны. Под громкие подбадривания болельщиков участники усерднее работают орудием. Самые зрелищные этапы национальных соревнований Баянай – это разведение костра и прорубание лунок. За 9 лет соревнований первый раз пробили лунку. Радость, конечно, есть большая. Спасибо команде за то, что сработались. А так было тяжело, конечно. Справились все. Щепки только и успевают отлетать из-под топора опытных охотников. Еще мгновение, и пламя вот уже норовит острыми языками обжечь старательно раздувающих костер участников. Но дело с огнем ведут бывалые мужчины. Давай, прокладывай, не жалей, дров много. В этом году среди новичков целых 4 команды от администрации Ленского района, Ленского отделения управления материально-техническим снабжением и поселков Турухта и Батамай. Все участвуют, а мы что, рыжие, что ли? Мы решили создать команду. Вот все, Муринский и без Батамая тоже вот так решили создать команду и участвовать. Но выносливость и отличную физическую подготовку участники могли продемонстрировать на эстафете, которая состояла из 9 этапов. Самые сложные, где порой мужчины шли на последнем издыхании: подъем в гору с рюкзаком, бег на лыжах с бревном на плече, веревочная переправа. Не только на земле, но и над землей соревнуются участники Баяная. К примеру, этот этап они должны пройти по веревочной переправе.
А ловкость охотники показали в сборке и разборке ружья. В этом году был поставлен рекорд Артемом Никоновым из Чемчи в 38 секунд. Самым вкусным традиционно стал конкурс строганины. В большом организационном уровне это мероприятия прошли. Благодаря муниципальному образованию Ленский район, который глава нас поддерживает проведение этих мероприятий. Отрадно в этом году, что все эти команды пришли поддержать главы муниципальных образований. Вместе от начала до конца они присутствовали, болели за своих команд. Бронзу завоевала команда Артенахары, второе место Сонудют из Чемчи победила команда от администрации Ленского района. Хозяева праздника наторинцы в этом году оказались на 6-й строке, а завершили список команды новички. Но главное на празднике Баянай – это атмосфера, которой пропитываются все участники и зрители. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. С вами была Кристина Якупова. До скорой встречи.